Здравствуйте! Мы сегодня дальше продолжаем изучать такой вопрос, как разработать, подготовить и написать исследования для проектной работы по робототехнике. И сегодня у нас вторая часть лекции «Как писать исследования». Давайте вспомним, что мы изучали на прошлом уроке. Мы рассмотрели, как подготовить первую часть исследования, то есть как сделать титульный лист, как его оформить, как написать абстракт, введение и непосредственно основная часть вашего исследования, это исследовательская часть, которая состоит из двух частей. Мы на прошлом уроке рассмотрели анализ предметной области, то есть из чего он состоит. А сегодня мы рассмотрим вторую часть, это содержание вашего исследования. Также немножко поговорим о заключении, как оформить список использованной литературы и что такое приложение, какие данные у нас пойдут в приложение. Как мы говорили уже ранее, исследовательская часть состоит из двух частей. Сегодня мы более подробно рассмотрим это содержание вашего исследования, как оно оформляется, из чего оно состоит и как лучше представить материал в этой части, чтобы он был более понятен и читабелен для судей. Это очень важно, так как если судьи не поймут суть вашего исследования, они не поймут, о чем ваш проект, что, конечно же, повлияет на итоговую оценку вашего проекта на Олимпиаде. Правильное, понятное исследование, соответственно, позволит судьям хорошо вникнуть в ваш проект, в проблематику, в суть вашего решения, и хорошо понятый проект, соответственно, и хорошо будет оценен. Если же, конечно, проект достаточно технологически сложен, и, соответственно, это повлияет на вашу итоговую оценку по проекту. Итак, вторая часть исследовательской части – это содержание предметного исследования. Что туда входит? Туда, конечно же, входит непосредственно описание всего вашего исследования. Вы там должны отразить, какие методы исследования вы применяли, то есть что это у вас было, наблюдение, анализ, какие-то эксперименты. Вы также описываете все этапы вашего исследования, прямо по порядку. От первого этапа, то есть мы изучили предметные области и решили собрать такой-то прототип, и далее этапы, то есть как вы прототип собирали, какие эксперименты вы проводили, какие результаты экспериментов у вас получались. То есть все этапы описывайте один за другим планомерно, и судьи при прочтении вашего исследования, то есть идя вот по этим этапам, хорошо будут понимать суть вашего проекта, то, как этот проект развивался, какие результаты у вас получились, что в целом повлияет на общее понимание всего вашего проекта. Также в этой части желательно использовать различные графические иллюстрации, чертежи, фотографии. Но сейчас мы об этом более подробно поговорим. У нас возникает вопрос. Мы провели исследование, исследовали какую-то проблему или разработали какое-то робототехническое изделие. И такой вопрос. Как эффективно отобразить содержание вашего исследования? Как сделать так, чтобы содержание вашего исследования было четкое, понятное, легко читабельное, то есть легко воспринималось, чтобы все было понятно? Здесь, конечно же, есть два пути. Первый путь – это вы можете все очень подробно расписать, у вас получится исследование примерно 50 страниц или даже более. То есть у вас получится такой огромный материал, где все четко, конкретно по полочкам расписано. Но минус этого в том, что большой объем страниц. Время проведения Олимпиады, навряд ли у судей будет время полностью ознакомиться со всем содержанием исследования, потому что прочитать 50 страниц, конечно же, нужно время. А при проведении Олимпиад у судей, как правило, этого времени нету. И то есть им нужно быстро вникать в материал и быстро оценивать. Этот вариант хорош тогда, когда исследование отправляется заранее, и у судей есть большое время перед Олимпиадой, чтобы хорошо ознакомиться с вашим исследованием, все внимательно прочитать, вникнуть в ваше исследование. Но это, как правило, бывает не всегда. То есть в большинстве Олимпиад вы исследования даете судьям во время Олимпиады, чтобы они дополнительно ознакомились с материалами вашими. Поэтому же вот этот вариант нам, скорее всего, не подходит. То есть большой объем, где все детально описано, для нас он неприемлем.
нужно идти другим путем. А какой же путь второй? Второй путь – это все содержание отобразить в виде графических иллюстраций, схем, рисунков, графиков, чертежей. То есть, общими словами, мы должны по максимуму использовать инфографику. Почему инфографика? Ну, никому не секрет, что это сейчас такое, скажем, популярное направление в представлении информации. Инфографика, она легко воспринимается визуально, то есть она красиво оформлена, то есть это, во-первых, приятно для зрения, во-вторых, это хорошо, легко читабельно, и в-третьих, это запоминается, потому что вы видите не только сухие цифры, а еще какие-то визуальные образы, какие-то картинки, иконки, иллюстрации, и это очень хорошо врезается в память, то есть это хорошо запоминается. Поэтому инфографика всегда хорошо воспринимается в плане подачи информации. И вам желательно тоже ваши материалы отобразить в виде инфографики. Ну, конечно же, вот в такой классической инфографике отобразить все не получится. Половину вашего содержания все-таки придется написать в виде текстовой части, потому что инфографика все равно не может, конечно же, все объяснить. Но чем больше вот таких вот графических изображений, тем, конечно же, будет лучше. Во-первых, это и смотрится красиво, а во-вторых, это легко воспринимается. Поэтому мы должны использовать вот такой вот метод. И желательно, чтобы страниц у вас было, ну, примерно около 20, не больше. То есть, чтобы судьи смогли успеть все прочитать и во все вникнуть в ограниченный промежуток времени. Давайте теперь более подробно рассмотрим, как же более эффективно отобразить содержание вашего исследования через какие-то графические материалы. Когда мы говорим о проекте, естественно, что мы подразумеваем именно робототехнический проект. Он может пойти по двум направлениям. Первое – это решение какой-то проблемы, актуальной на сегодняшний день. Или второе – это проведение каких-то исследований, результаты которых в будущем будут актуальны для развития науки и техники. Но так как у нас робототехника, конечно же, ваш проект должен быть практический. То есть у вас в проекте должна быть создана какой-то прототип какого-либо робота или какой-либо робототехнической системы. Ну или хотя бы просто макет, иллюстрирующий то, как этот прототип должен будет выглядеть в будущем. И так как у вас практическая часть, то есть у вас макет или прототип какого-то робота, соответственно, вы его будете разрабатывать. Как можно разработать робота? Здесь необходимо применить современные технологии разработки проектов. Более подробно об этих современных технологиях мы поговорим с вами на следующем уроке. Сейчас только лишь кратко остановимся. Есть много разных современных технологий, но наиболее перспективная в нашем случае – это технология 3D-печати, потому что она позволяет создавать сложные, в то же время красивые технологические проекты. Когда мы говорим о 3D-печати, конечно же, первым этапом идет у нас моделирование механизмов или робота целиком для последующей печати. Существует много разных программ для 3D-моделирования, такие как 3D Max, Fusion 360 и многие другие. Мы вам советуем моделировать все механизмы робота в одном файле, то есть чтобы у вас поэтапно в процессе моделирования получался целиком готовый робот, состоящий из отдельных элементов, и эти элементы, которые в дальнейшем будут распечатаны. Во-первых, так у вас будет видна целиком картина моделируемого робота. Во-вторых, в этом случае легко подгонять детали друг под друга. Этот момент мы рассмотрим попозже. Самое главное то, что у вас по итогу всего процесса моделирования получится трехмерная модель вашего робота. Ну, конечно же, основные его системы, элементы и узлы. Мы рекомендуем сделать визуализации этой модели с разных ракурсов и эти визуализации приложить в исследование, как должна выглядеть модель или прототип вашего робота. Судьи, посмотрев на такую визуализацию, сразу же поймут, что вы самостоятельно разработали проект, и им будет видна общая концептуальная схема вашего проекта. Также вы можете визуализировать отдельные компоненты вашего проекта, отдельные узлы или механизмы, что позволит судьям понять, как работают эти узлы или механизмы. То есть желательно приложить вот такие вот иллюстрации с визуализацией вашего робота с разных ракурсов. Если же у вас нет возможности приложить вот такие вот визуализированные изображения,
Вы можете сделать фотографию вашего робота или робототехнической системы и прямо на фотографии сделать выноски и написать текстовые такие блоки с описанием всех элементов вашего робота, механизмов и узлов и кратко их назначения. И вот так стрелочками указать, то есть какие узлы, какие надписи к каким элементам относятся. Это позволит судьям при даже беглом просмотре понять, из чего состоит ваш робот, какие элементы у робота есть, какие механизмы есть и какое их назначение, то есть как они работают. Вот такая схема, она очень легко воспринимается, и судьям сразу будет понятно, что, зачем и для чего нужно. Что, конечно же, в дальнейшем избавит судей от множества вопросов касательно вашего проекта, касательно его технической стороны, как что устроено. Также, если у вас есть навыки работы в графических редакторах, мы рекомендуем подготовить графическую план-схему вашего проекта, то есть вашего робота или вашей робототехнической системы. На этом план-схеме вы можете отобразить главные ключевые элементы или узлы и тоже сделать подписи этих узлов, их назначение, их функционал и то, как они работают. Ну, конечно же, указать это кратко. Такие схемы тоже очень хорошо воспринимаются на зрение, то есть это легко запоминается. Этот материал легко читабелен, то есть судьи даже при беглом просмотре сразу поймут, что для чего нужно. То есть вот опираясь вот на такие схемы. Кроме, конечно же, устройства робота, очень важно правильно отобразить принцип действия самого робота. То есть то, для чего этот робот предназначен, как он будет выполнять какие-то действия или задачи. Или же, если у вас исследовательский проект, то этапы исследования, которые вы проводили, или исследование, которое будет проводиться, или же изделие, которое будет проводить исследования, этапы того, как это изделие будет работать. К примеру, мы делаем спутник, который будет выполнять какую-то задачу, допустим, на орбите, и мы на план-схеме можем отобразить поэтапно то, какие шаги будет предпринимать спутник для достижения поставленной задачи. Вот такая вот схема заменяет целых несколько листов описания, и в то же время не нужно ничего читать, и сразу же становится все понятно, как ваш спутник работает, для чего он предназначен, какие действия и шаги он выполняет. Вот такая вот плат-схема во время участия на Олимпиаде судьям, если она будет предоставлена судьи, то и только взглянув на нее, сразу же поймут принцип назначения вашего устройства. И то есть судьям не нужно читать большие объемы текста, чтобы понять, как работает ваш робот. Глянув на схему, судьям сразу станет все понятно, и в целом ваш проект тоже будет хорошо оценен. Также подобные схемы еще говорят о том, что команда, она творческая, что она со всей душой подошла к реализации проекта, что она творчески разработала проект, что тоже в целом очень положительный момент окажет на общую оценку. То есть подытожим, все процессы работы вашего проекта желательно тоже представить в виде схемы, где поэтапно все будет объясняться. Ну вот, к примеру, как это может выглядеть. То есть спутник летит вокруг Земли и поэтапно объясняется, что и как происходит. Если в вашем проекте подразумевается проведение каких-либо расчетов, к примеру, расчеты нагрузки, расчеты скорости и так далее, конечно же, обязательно приложите все эти расчеты в ваше исследование. Укажите формулы, сделайте сноски на формулы, что для чего в формуле идет, какие переменные величины вы используете, откуда эти переменные у вас появились, на основе каких экспериментов и к какому результату вы пришли. То есть все этапы расчетов обязательно подробно объясните. Это окажет очень положительный эффект в целом на ваш проект, потому что видно, что вы серьезно разрабатываете ваш проект, проводите расчеты, то есть не просто голословно говорить, что у нас, допустим, будет ракета, которая улетит на Марс, а прям проводите расчеты, какая должна быть масса ракеты, сколько должно быть у вас топлива, какая скорость у вас в итоге получится, сколько времени у вас на это уйдет и так далее. То есть расчеты говорят о серьезности исследования. Также, помимо общей план-схемы устройства вашего робота, желательно сфотографировать отдельные узлы и более подробно их описать. То есть, как эти узлы работают, для чего они предназначены, и как вы пришли к тому, что этот узел должен быть именно таким. То есть, какие технологии вы применили, как вы провели исследование, которое привело вас к вот такой вот концепции построения этого узла. Описать нужно кратко, но понятно, чтобы судьи могли более подробно прочитать,
и уже если у них будут какие-то нюансы, то здесь они найдут ответы на все свои вопросы. Еще один такой момент. Многие проекты делаются с расчетом на дальнейшую коммерческую реализацию. То есть, допустим, какой-то проект, который в дальнейшем будет производиться на заводе и реализовываться. В этом случае вам обязательно нужно произвести расчет себестоимости проекта. Что такое себестоимость? Себестоимость – это полная стоимость на производство единицы оборудования с учетом затраченных всех ресурсов, материалов на производство, рабочей силы, время, которое рабочая сила потратила на производство этого изделия и других ресурсов, таких как электроэнергия, аренда помещения, оплата налогов и так далее. То есть себестоимость включает полную стоимость производства одной единицы оборудования. То есть подробно распишите в виде схемы, сколько финансовых средств уйдет на производство одной единицы оборудования, по пунктам, сколько финансов уйдет на производство каждого из элементов, и все это оформите в виде схемы. В дальнейшем при оценке судьи, обратившись к этой информации, смогут прочитать, и тоже это скажет о том, что ваш проект серьезный, то, что вы в дальнейшем планируете реализацию проекта, то есть, что вы все рассчитываете, подготавливаете. Это очень создаст такой благоприятный эффект о вашем проекте. Судьи, то есть, будут оценивать ваш проект как очень серьезную работу, нацеленную на дальнейшее развитие, что, конечно же, тоже повлияет на конечную оценку. Также, если вы уже разработали все свои идеи по проекту, но у вас осталось дополнительное время перед Олимпиадой, мы вам рекомендуем расширить функционал вашего проекта с помощью дополнительных средств. Такими средствами могут быть веб-сайт, на котором описывается ваш проект или на котором собирается статистика, мобильное приложение, к примеру, с помощью которого вы можете удаленно управлять вашим устройством. К примеру, системы дополненной реальности, чтобы можно было как-то посмотреть, как ваш робот будет действовать в виртуальном мире. Какое-либо программное обеспечение, допустим, компьютерная программа, где будут производиться какие-либо расчеты по действию вашего проекта. Вот такие дополнительные средства очень сильно повлияют на итоговую оценку, так как они расширяют ваш функционал, увеличивают вашу техническую сложность проекта, и говорит это еще о том, что вы серьезно подходите к разработке проекта. То есть вот такие дополнительные функции, они очень сильно повлияют на итоговую оценку. Даже часто на Олимпиадах они бывают решающим эффектом, когда у нас в финал выходят несколько команд равных, и вот такие вот дополнительные функции, они оказываются решающим эффектом. То есть, допустим, если у одной команды нет приложения, а у другой команды есть мобильное приложение, то, скорее всего, команда, у которой есть мобильное приложение, она все-таки выиграет. Поэтому желательно вам подумать и проработать какую-то из дополнительных вот таких вот функций в вашем проекте. Еще один очень важный момент является апробация проекта. Ну, конечно, этот момент не является обязательным для вашего проекта, но желательно, чтобы он был. Что такое апробация? Апробация – это практическое внедрение вашего проекта в реальные условия, для которых он предназначен. К примеру, если у нас робот, который исследует пещеры, желательно найти какую-нибудь неглубокую пещеру и попробовать провести исследование, как этот робот сможет там двигаться. Или даже если, к примеру, пещеры, конечно же, у вас нет, можете взять, допустим, какой-то подвал, опустить робота туда и посмотреть, как он будет двигаться в условиях, схожих с условиями практического использования. Сделайте фото-видеонаблюдение того, как ваш робот будет перемещаться в этих условиях. Приложите эти фотографии в приложение как исследование, апробации и внедрение проекта. Также вы можете сделать апробацию в виде тестирования на какой-то группе людей, если ваш проект подразумевает общение с группой людей. К примеру, возьмите одноклассника в вашем классе и с помощью этой группы проведите исследование того, как будет ваш проект работать с социальной средой. Конечно же, если ваш проект это подразумевает. Сделайте измерения, начертите графики, начертите какие-то схемы, где будут отражаться результаты апробации вашего проекта. Все это приложите в исследование, кратко опишите, как вы провели апробацию проекта, какие результаты вы достигли и, самое главное, совпадают ли полученные результаты с планируемыми результатами, какие, если есть отклонения, какие это отклонения, и также опишите, в чем причина этих отклонений, если, конечно, отклонения у вас возникли. Апробация проекта очень сильно повлияет на итоговую оценку, так как она тоже отражает
то, что ваш проект является серьезным, нацеленным на реальное практическое применение проекта, а не просто какими-то пустыми словами. Проект, который просто так был придуман и, в принципе, ни для чего особо не был предназначен. То есть то, что ваш проект – это серьезный проект, который практически будет использоваться. Также еще один очень важный момент, но тоже не являющийся обязательным, это экспертное мнение. Если у вас есть возможность, вы можете найти в интернете экспертов в вашей области. Конечно, желательно, чтобы они были из другой страны, отправить им ваше исследование, чтобы они его прочитали и, так скажем, сделали свое заключение, получить о них обратную связь. Что они думают о вашем проекте, о методах ваших исследований, о полученных вами результатах. Вот это экспертное мнение вы тоже опишите, составьте какую-то схему или график, или таблицу с ответами и приложите. Важный момент. Даже если экспертное мнение будет отрицательное о вашем проекте, то есть вы получите результаты не те, которые ожидали от мнения эксперта, все равно приложите эти исследования к вашему проекту. Во-первых, это говорит о серьезности вашего проекта. Во-вторых, даже если у вас результаты отрицательные, это все равно играет положительную роль, так как вы еще ученики, вы не всегда сможете быстро прийти к правильному ответу, то есть то, что у вас могут какие-то ошибки возникнуть, это логично. Но в этом случае экспертное мнение указывает вам на ваши ошибки, то место, где вам нужно ваше исследование повернуть в какую-то другую сторону, пойти другим путем. И все это, описав в вашем исследовании, судьи прочитают и поймут, что вы очень серьезно работаете над вашим проектом, вы его тестируете, вы его испытываете, находите отрицательные стороны, и, соответственно, вы эти отрицательные стороны убираете. То есть убираете сейчас, или вы эти отрицательные стороны уберете в будущем. То есть проект переработаете, направите его по другому пути, и в будущем придете уже к правильному стопроцентному решению, и уже серьезно можете подойти к решению первоначальной проблемы, или, допустим, провести правильно первоначально задуманное исследование. Экспертное мнение тоже очень важно, но, конечно же, оно не является обязательным. Если у вас такой возможности нет, ну, тогда можно это не делать. На этом основная исследовательская часть у нас закончена. То есть то, как она пишется, я думаю, вы поняли. Вы описываете методы исследования, этапы исследования. Но самое главное, я думаю, что вы поняли, как лучше подать содержание исследования. То есть его представить в виде графических схем, иллюстраций, графиков и так далее. Теперь давайте рассмотрим оставшиеся составные части исследования. Это заключение. В заключении, я думаю, понятно. Вы описываете полученные вами результаты, делаете вывод о том, добились ли вы первоначальных поставленных целей и задач или не добились. Какие результаты вы получили, какие ошибки или трудности у вас были. И также еще можете описать то, над чем в дальнейшем вы будете работать для улучшения вашего проекта. Список литературы. В списке литературы вы указываете всю использованную вами литературу, книжки, также электронные ресурсы и интернет-ресурсы. Литература должна идти в строгом порядке с тем, как она встречается в вашем исследовании по ссылкам. Допустим, если вы брали первый источник, его указывали в квадратных скобочках как 1, то в списке литературы этот источник должен идти под первым номером. И последнее – это приложение. В приложении вы должны будете отобразить любые другие объемные материалы, которые не вошли в основное исследование. Как правило, в приложении у нас указывается листинг кода с кратким описанием назначений отдельных важных команд кода. Также вы можете приложить объемные фотоисследования по вашему проекту, допустим, исследования апробации в виде фотографий с подписями, или же какие-то другие графические материалы, которые являются объемными по содержанию. Приложение может быть каким угодно по объему страниц, то есть вы можете там сделать одну страницу, можете сделать 50 страниц. Объем страниц приложения уже не входит в содержание основного исследования, то есть в объем страниц основного исследования, то есть приложение, оно как исследование не учитывается. Поэтому в приложении вы можете указывать сколько угодно страниц материала. На итоговую оценку проекта это тоже может повлиять, хорошо подготовленное приложение, но на читабельность самого исследования это никак не влияет. То есть судьи, взяв ваше исследование, где будет 20 страниц графического материала и 50 страниц листинга кода,
Это на восприятие самого исследования никак не повлияет, потому что судьи прочитают основное исследование, вот эти 20 страниц графического материала, все поймут и вникнут, а к приложению они могут даже не обратиться, потому что там листинг кода, и он нужен только в конкретных специфических вопросах, когда у вас есть какие-то непонятки по коду. То есть в этом случае судьи могут обратиться к приложению и найти там все нужные моменты по коду. Ну что ж, на этом мы закончили вопрос, как составить исследование. Я думаю, что вам было все понятно. Спасибо за внимание. На следующих уроках мы более подробно остановимся на рассмотрении вопроса, какие технологии используют для построения проекта и как непосредственно разрабатывать сам проект. Спасибо за внимание.